Свою историю это учреждение ведет еще с 1930 года. Десятилетиями здесь помогают детям укреплять здоровье, не прерывая учебный процесс. Но время берет свое, и старое здание уже не может в полной мере соответствовать современным стандартам и требованиям. Именно поэтому по инициативе Махмуда Али Калиматова принято решение о строительстве новой современной школы. Глава республики приехал на стройплощадку, чтобы лично оценить ход работ. Строительство нового здания санаторно-мясной школы стало возможным благодаря усилиям Махмуда Али Калиматова. Ранее жители обращались к нему с просьбой о реконструкции соцобъекта. Глава региона поручил министру сельского хозяйства Магомеду Гагиеву рассмотреть возможность включения учреждения в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование в размере порядка 500 миллионов рублей было одобрено. Сейчас главная задача – строго придерживаться сроков сдачи и не снижать темп работ. Участок площадью 6,2 гектара. По всей площади участка идут строительно-монтажные работы. И спортплощадки готовятся площади, и очистные сооружения мы уже заложили, и КПП мы построили, значит, выравнивание планировки идет. Пока кипит работа на новой площадке в старом здании школы, том самом, что приняло первое поколение учеников еще в прошлом веке, продолжается учебный процесс. Педагоги и воспитанники с надеждой и нетерпением следят за строительством объекта по соседству. Однако сейчас уже назревает необходимость переселить учащихся. Вот у нас такой момент настал, что необходимо будет уже как-то расселять учеников, находящихся в старом здании, потому что уже строители вплотную подошли к этому зданию, и дальнейшие строительные работы также будем вынуждены выполнять на месте расположения старого здания. Строительство стартовало в марте этого года. До конца 2025-го планируется завершить работы по возведению несущих конструкций и кровли, подвести коммуникации. В следующем же году проведут внутренние отделочные работы, установят новое оборудование и благоустроят территорию. Работы идут согласно графику, рисков не видим, погода позволяет, поэтому у нас объемы, которые мы должны завершить в этом году, мы планируем сдать до 1 декабря. А объемы, которые будем выполнять в следующем году, мы начнем уже с января выполнять работы. Но при этом мы не остановим процесс и в декабре месяце будем с оперативным выполнением, с небольшим опережением выходить по текущему году. Текущее здание рассчитано на 3 класса, а новое сделает школу полноценной начальной. Хотя в учреждении есть спальня, столовая, медпункт и библиотека, этих ресурсов все равно не хватает. Тем не менее, учащиеся, а их здесь 72, очень привязаны к родной школе. Мои учителя хорошие, очень. Мне тут нравится. Наверное, в другой школе будет намного лучше. Необходимость в строительстве новой санаторно-мясной школы была крайне острой. Старое здание в предаварийном состоянии из-за изношенности конструкции. Оно не справляется с нагрузкой. Сегодня школа не может принять всех детей, которым требуется оздоровление без прерывания учебного процесса. В школе был бежать соны лотаханы, той хехрой цараг, той юртбаш нехцарага, той мехдяны. Махмуд Али Макшарипович, баркалал, қидуаққыр тоғы школе, беріш лоз мотик езгертға, кружковой болх би мотик езгертға. Я помещение, что ток беріш рассчитанный яхтер, они алчы оғыз беріші қоздығы шит берді школе дешіш, таққы мотик езгетсан. Тақтың школ хайытшы то мотик хоге, парғату хоге, беріш жоғыр язы ходытға. Конца строительства ждут всем селом. Здесь уверены, новая школа оправдает все надежды. Новые рабочие места для жителей села. Это ученические места дополнительные. Это кабинеты дополнительные для проведения учебных занятий. Это помещения для проведения неурочной работы. Работы ведут в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Его реализация – наглядный пример того, что при активной поддержке региональной власти жизнь в селах меняется к лучшему. Хадиджа Ивлоева, Билал Акильгов, Магаз, 24.